Усім прывітанне, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем наш стрым сумесны Еўрарадыё і Е-прамовы з нашай варшаўскай студыі Еўрарадыё. 4 жніўня пачнецца суд над Марыяй Калеснікавай і Максімам Знакам, сябрамі выбарчага штаба Віктара Бабарыкі і сябрамі каардынацыйнай рады. Як это апошнім часам вельмі часта робіцца ў дачыненні да знакавых асобаў, суд будзе закрытым. Так вось, пра суд і ўвогуле пра Марыю Калеснікаву, пра тое, як бачыцца сітуацыя ў Беларусі і будучыні, мы пагаворым сёння з сястрой Марыі Калеснікавай Тацянай Хоміч. Добрый дзень, спадарыня Тацяна. Добрый день. Спадарыня Тацяна, а можна я пачну здалёк, каб не адразу вось пра гэтыя сумныя, можа быць, не вельмі аптымістычныя навіны суда, але ввогуле, калі Марыя вырашыла увязацца, стаць на крывую дарожку беларускай палітыкі, якая была ваша першая рэакцыя? Вот калі яна прыйшла і сказала: так, я вырашыла паўдзельнічаць у выбарчай кампаніі Віктара Бабарыкі. І вот што вы сказалі? Вот яна-то там колькі гадоў пражыла за мяжой, можа, ўжо забылася пра гэтыя беларускія рэаліі. Вы, як чалавек, які добра ўсё ведаў, як жыла беларуская палітыка апошнія дзесяцігоддзі, вот у вас не было такой: ну, куды, ну что? На самом деле Маша прекрасно знала, что происходило в Беларуси. Каждые выборы президентские она следила за этим, даже находясь в Германии, и всегда следила за вообще политической, экономической ситуацией в Беларуси. И часто приезжала в Беларусь, конечно, и к родным, и потом у нее были проекты свои, и потом она возглавила как арт-директор ОК-16. В принципе, она прекрасно понимала и чувствовала вообще вот ситуацию, да, в Беларуси. По поводу моей реакции на это, я ее поддержала, потому что на тот момент я уже знала о том, что Виктор Бабарика хочет стать претендентом в кандидаты в президенты, да, то есть он объявил об этом публично. И в целом я сама начала об этом думать, да, то есть Не пойти ли мне кандидатом в президенты? присоединиться ли к команде, стать ли членом инициативной группы. И сначала вот узнала решение Марии, и через пару дней уже решила сама. И подала заявку в инициативную группу Виктора Бабарика. Ну, але вот роздумаў на тэму таго, што вот паглядзіце, чым сканчаліся папярэднія прэзідэнцкія выбары, што гэта чакае і гэтую кампанію, ці варта ўмешвацца, увязывацца, вот не было такого. Вот што ўсё ж таки было штуршком і падставай для, ну, я не ведаю, можа быць, пэўнага аптымізму ці романтызму? Я думаю, что у нас у всех были эти мысли, и мы прекрасно понимали и знали, да, как я уже сказала, и Мария знала о том, что происходило после каждых президентских выборов. Мы об этом знали, мы понимали эти риски, и она об этом говорила не раз в интервью прошлым летом, что каких-то иллюзий, да, что в этот раз все произойдет совсем по-другому, или это будет какой-то легкий путь, конечно, их не было. Я думаю, что таким очень сильным штуршком стало именно то, какие люди, на самом деле, да, сколько людей изъявило желание, да, и поддержать Виктора Бабарика прежде всего, что появились новые кандидаты, да, которые раньше не проявляли себя как политики. И действительно, та активность, которую мы увидели за неделю в инициативную группу Виктора Бабарика, записалось больше 10 тысяч человек. Да, то есть это тоже говорит о его поддержке, это тоже говорит о готовности людей к изменениям, да, то есть что в этот раз действительно ситуация другая. Віктор Бабарыка быў некалькі разоў у нас у эфіры, яшчэ ў мінскай студыі. І мяне вот, як чалавека, які ў прынцыпе даўно сочыць за беларускай палітыкай, вельмі здзіўлялі яго выказванні наконт таго, што, ну, калі прагаласуе шмат людзей, то немагчыма сфальсіфікаваць вынікі выбараў. Што, ну, палітвязняў у нас у краіне няма, ну і гэтак далей. А вы калі чулі вот это, ну хаця бы пра немагчымасць фальсіфікаваць. Вот у вас, вы вот таксама верылі ў гэта?
А мы увидели все, что на самом деле, да, что если в выборах действительно участвует большинство населения, если люди действительно приходят на избирательные участки, если они проявляют свою гражданскую активность, после этого они приходят к избирательным участкам и хотят увидеть протоколы, если они действительно активны, собирают подписи, они ходят на митинги, мы все видели, мы стали очевидцами, что нас большинство, да, то есть мы это увидели. І гэта давала падставы меркаваць, што рэжым дзеля свайго захавання не пойдзе на любыя фальсіфікацыі, каб от ну, не, падмануць, паказаць, зрабіць так, як звычайна яны робяць. От што перашкаджала цэнтр выбаркаму ў гэтым разам, ну, тое ж самае зрабіць, што і мінулыя гады. Я думаю, что в тот момент никто не знал вообще, чем это может закончиться, да, предсказать, каким будет поведение. И в целом в августе мы видели, мне кажется, довольно тоже такое где-то и в июле, да, неготовность вообще к такой активности со стороны людей, да. Ну да, ні адзін там Конечно, палітолог не мог конечно, прадказаць, што да. будзе. Мы это видели, мы видели с самых первых митингов, и за 2 недели такой активных поездок Светланы, Марии и Вероники по Беларуси мы видели, что такую, может быть, где-то и растерянность, неготовность вообще к такой активности со стороны людей. Ну да, сапраўды так. Тацяна, скажите, вот, ну, я некалькі разоў сустракаўся з Марыяй і размаўлялі і ў эфіры, і троху там па-за эфірам. Але вот, ну, прызнацца шчыра, я бачыў, што яна моцная жанчына, што яна гатова там, ну, шмат што зрабіць, можа там на пэўныя там ахвяры пайсці. Ну, парваць пашпарт, калі цябе вывозяць і калі ты ведаеш, што вот ты вернешся, будзеш сядзець у турме і а можа і невядома, чым это ўсё скончыцца, ну, вот для мяне это было вот как бы такая вот вау. А вы вот чакалі ад яе такой вот у дзяцінстве там у юнацтве яна паказвала такую рэзкасць, што вот не чакалі ніхто не чакаў, а яна вот магла ўзяць і вот ну вот умоўны пашпарт парваць. Да, Маша на самом деле всегда, вот если она во что-то верит, она всегда придерживается этого решения, этих принципов. Она всегда такая была волевая, активная. Она всегда знает, чего она хочет. Она знает, как этого достигнуть. Да, и у нее еще такая способность, мне кажется, других заряжать вот этим желанием, да, вот этим такой динамикой, позитивной динамикой при этом. Да, вот она всегда такая была. Я не удивилась на самом деле, когда узнала, что она порвала паспорт. Для меня это не было сюрпризом. Ну, мы не обсуждали, конечно, такой вариант вообще. Мы понимали, что что-то может случиться, да, могут быть какое-то давление на нее может быть оказано, но такой вариант мы не обсуждали. Я думаю, что для нее это как раз тоже стало таким вот, это стало примером того, на что она готова идти за свои убеждения, за свои принципы. Ну, але у вас вот калі вы пачыталі пра вот гэтую сітуацыю з парваным пашпартам, не ўзнікла думкі там: Маша, ну вот зачем? Вот поехала бы, выехала і працягвала з-за мяжы рабіць тое, што ты робіш, працаваць. Ну вот типа глупасць смарозіла. Я думаю, что Я чыста вот пра вашы, не пра тое вот правільна ці неправільна, а вот чыста чалавечыя ваши сестрынскія эмоцыі ў той час. я понимаю, почему она это сделала, и если бы она поступила иначе, я понимаю, что она бы переступила через себя в этой ситуации. И она говорила об этом же давно, на самом деле, и в августе, да, мы разговаривали об этом, будет ли она уезжать, и она говорила это во многочисленных интервью, что она не покинет страну, потому что сейчас уже очень много людей к тому моменту уже находились в тюрьмах, и Виктора Бабарика с Эдуардом задержали, да, как членов команды, остальных членов команды тоже уже к этому моменту задержали. Поэтому для нее это действительно было таким очень важным, принципиальным решением остаться в стране, несмотря ни на что. Она приняла это решение очень давно, поэтому, поэтому я прекрасно понимаю, почему она это сделала. И да, мне, конечно, я понимала, что будет сложно, да, то есть я как
ее сестра, и знаю, как будет переживать наш папа. Но я при этом прекрасно понимала, почему она это сделала. Але ўсё ж такі турма гэта такая справа, што нікому не пажадаеш. Ці была вот сапраўды яна гатовая, што это будзе не акрэсціна якое-небудзь, што это будуць вот сур'ёзнае так вот всё там СІЗО КГБ там і далей там вот чего-то такое. Мне кажется, что тут вообще трудно было что-то предсказать, но действительно, с точки зрения, конечно, да, поведения властей в тот момент, 7 сентября, когда ее похитили, да, что ей угрожали жизнью, здоровью, ей угрожали и шантажировали, говорили о семье, да, то есть говорили, что ее вывезут живой или по частям. Конечно, мне кажется, к этому никто не может быть готов. Як вы думаеце ну па-першае ці ўсё ж таки атрымалася у вас ці падтрымліваеце вы нейкую сувязь там праз лісты вашыя вот калі вы пішаце даходзяць да яе адказы ці гэта толькі та інфармацыя якая даходзіць з яе лістоў там праз адваката альбо там лісты іншым людзям? Последнее время мне получается очень редко писать письма, я действительно не успеваю. Связь получается поддерживать больше через адвокатов. По поводу писем другим, да, которые приходят, тут тоже часто есть проблемы. То есть она иногда по несколько недель не получает писем. Вот такое было совсем недавно. В начале июля, недели 3 вообще не было писем. И мы от нее не получали письма. Потом до этого было тоже в апреле, вот в районе Машиного дня рождения, 24 апреля, 1,5 месяца вообще не было никакой корреспонденции ни в одну из сторон. Сейчас письма иногда прорываются. Вот я знаю, что за июль Маша получила 57 писем, и это абсолютный рекорд за все 10 месяцев. Она пишет больше 150 писем в месяц, тоже отправляет постоянно. К сожалению, мы знаем, что не все ее письма доходят, мы прекрасно это понимаем. Вот, но настроение в этих письмах не меняется. Что я могу сказать? Действительно, все это время они абсолютно позитивные. Маша бодра, это видно, это действительно видно, и, мне кажется, и по почерку, по тому, о чем она пишет. Она всегда передает всем приветы, она всегда очень, конечно, рада получать письма, и ей нравится писать письма. Як вы думаеце, ведаючы сястру, наколькі лёгка ёй даецца гэты аптымізм? Я з таго, што шмат людзей, шмат хто выходзіць адтуль, яны расказваюць пра неймаверныя ўмовы. Калі спёка, няма чым дыхаць, стаўленне адміністрацыі і ўсё астатняе, я ўжо не кажу там пра ежу, і ўсе сцвярджаюць, што фізічна проста для здароўя вельмі цяжка. Ну, хутчэй за ўсё і на Машы это ўсё таксама адбіваецца. Вот на ваш погляд, все ж таки, наколькі вот ёй даецца цяжка ці не цяжка? Ці можа быць яна такі моцны, настолько аптымістычны чалавек, што ўсе гэтыя складанасці можа не заўважаць? Маша действительно очень сильный человек, да, я могу это сказать, вот, зная ее. Она действительно, мне кажется, там такой внутренний очень сильный стержень, что для нее, конечно, если не все какие-то обстоятельства, да, вот, которые сейчас происходят, и давление с помощью лишения адвокатов лицензий и отсутствия переписки иногда, я уже не говорю даже там какие-то физические условия в тюрьме, да, когда там душ можно принимать только раз в неделю на 20 минут, когда ей самостоятельно необходимо там убирать камеру, стирка тоже происходит своими руками. Для нее это сейчас такие мелкие неудобства. Она воспринимает это так, она говорит об этом сама и в письмах, и через адвокатов, и в интервью. Для нее это действительно такие какие-то временные небольшие неудобства. Як вы думаеце, якая прычына таго, што гэты суд вырашылі зрабіць закрытым? Сапраўдная прычына. І наколькі гэта, я не ведаю, можа быць непрыемна, а можа быць вот самой Марыі і таму ж самому Максіму Знаку?
Мы все слышали Машины выступления, выступление Максима Знака. Да, мы знаем, что происходило прошлым летом, да, то есть и насколько открыто мы действовали, да, и команда Виктора Бабарика, и потом команда Объединенного штаба со Светланой и Вероникой, насколько это все было публично. Мы все знаем, мы слышали эти выступления, мы слышали Машины заявления, мы слышали ее интервью, и мы все прекрасно знаем, о чем она говорила, да, то есть всегда о мирных законных способах, вообще выражение своей гражданской позиции, протеста. А, Маша всегда призывала к диалогу, да, и о том, что необходимо общаться с собственным народом, да, услышать его. Поэтому я думаю, что такое решение было принято из-за того, что эти обвинения абсурдные. То есть их нельзя, власть не может себе позволить, чтобы их услышали. Да? Даже текст обвинения мы не знаем такой конкретный. Если там говорят о каком-то заговоре, если говорят о каких-то призывах, публичных призывах к захвату власти, то мы все об этом слышали, мы все об этом знаем, потому что Маша всегда действовала очень публично и открыто. И именно поэтому из-за абсурдности этих обвинений они не хотят делать суд открытым. Ці ёсць хоць нейкія, ну, дарэчы, вось вядома ці невядома, хто будзе суддзёй? Я не знаю, То нет есть вот такой яшчэ информации. ніякай інфармацыі, звычайна ж ёсць нейкая інфармацыя там дзе праходзіць суд, хто суддзя, то есть такой інфармацыі нічога няма. Нет, не слышала об этом. С адвакатам сувязь пастаянна ёсць, падтрымліваеце, вот што яна перадае? Мария передает, что ли? Да, што вот Марыя перадае праз адваката? Может, напярэдадні суда. Потому што звычайна перадаюць, ну, хочуць, чтоб людзі прыйшлі там да будынка суда, падтрымалі ў дадзеным выпадку. Можа быць, таксама такія пажаданні ёсць. Маша действительно находится в хорошем настроении, у нее нет иллюзий по поводу того, что, наверное, решение будет довольно жесткое, да, потому что мы видели решение в отношении Виктора Бабарика, это почти максимальный срок 14 лет из 15 лет. То, что сейчас власти, наверное, расправляются с самыми такими знаковыми, самыми опасными для себя оппонентами, расправляются очень жестоким образом. И у нее нет иллюзий по этому поводу. Она понимает, что да, действительно, это может быть очень такой большой срок, вплоть до максимального до 12 лет, но при этом она остается абсолютно в хорошем настроении, но точно так же настроена позитивно. Вот. К сожалению, да, суд закрытый, это значит, что не смогут там присутствовать даже близкие, родственники, друзья не смогут там быть. Но, конечно, прийти поддержать адвокатов, прийти поддержать нашего папу, поддержать друзей, которые наверняка там будут, которые наверняка подойдут, да, хотя бы к началу заседания, потому что это будет первый день. Такая возможность есть. Будзем спадзявацца, што сапраўды людзі адгукнуцца, падыйдуць і хоць не здольныя будуць не яны пабачыць там ні Марыю альбо Максіма Знака, альбо і яны таксама наўрад ці убачаць людзей, ну калі іх будуць падвозіць да суда, то можа быць праз акно там атрымаецца штосьці, але заўсёды да, гэта вельмі прыемна. Але ці ёсць, ось вы кажаце пра тое, што Марыя не выключае таго, што будзе максімальны тэрмін. У вас асабіста ёсць якія-небудзь, можа быць, там спадзяванні, што не адпусцяць з зала суда, ну, па крайней мере, не будзе такой жорсткі прысуд? У меня нет иллюзий по этому поводу. Я понимаю, что да, он действительно этот срок может быть максимальный. Конечно, надежда есть всегда, но, опять же, повторюсь, видя тот уровень, да, вот насилия, именно такого жестокого, такого жесткого отношения и сроки, которые дают людям, на самом деле ни за что, да, и по другим политически мотивированным уголовным делам, когда это по 3, 5, 7 лет за комментарии в Фейсбуке и так далее, иллюзий нет.
Сейчас, я думаю, что власти пока не готовы вот ослабить какой-то уровень вот насилия и репрессий. Вы казалі пра тое, што Марыя заўсёды казала пра дыялог, пра неабходнасць дыялогу. Як вы думаеце, калі б вось сёння раптам з'явілася такая прапанова з таго боку, ну давайте вот, вы ж хацелі дыялогу, давайте дыялог. Ці пайшлі б вот зараз на это? Ці можна цяпер, вот як это там кажуць, перагарнуць старонку і забыцца на ўсё і пачаць нейкі дыялог? Конечно, для этого должны быть выполнены определенные условия. Сейчас 602 политических заключенных. Это только те, которые признаны политическими заключенными, да. Мы слышим о том, что их на самом деле намного больше, возможно, больше 1000 даже. Поэтому, конечно, для начала этих людей стоит отпустить. Какие могут быть переговоры, когда сотни людей находятся сейчас под стражей, находятся в очень жестких условиях в тюрьмах. Вы вось зараз у Варшаве некалькі дзён таму праходзіў нават канцэрт вольнага хора у падтрымку Марыі Калеснікавай. Вы сустракаецеся, я ведаю, там шмат з рознымі прадстаўнікамі міжнароднай супольнасці. Што яны кажуць? Якая рэакцыя і ці ёсць спадзяванне, што міжнародная супольнасць нейкім чынам можа паўплываць на беларускі рэжым і на лёс палітзняволеных у тым ліку і вашай сястры? Действительно, сейчас мы видим, ощущаем очень такую большую поддержку со стороны международного сообщества, абсолютно разных стран. Я думаю, что сейчас самое важное то, чтобы вот это внимание к Беларуси, оно сохранялось. Да, именно это, особенно в отношении вот политических заключенных, я общалась и с правозащитниками, да, в нашей ситуации, когда закон не работает, когда действительно никакие законы не работают, вот, когда дело касается политически мотивированных уголовных дел, то одна из таких возможностей, да, вот это публичная адвокация, да, когда мы можем говорить об этом, когда нужно говорить о тех фактах нарушений, да, когда действительно у многих политзаключенных есть проблемы со здоровьем, да, и об этом нужно рассказывать, об этом нужно говорить, об этом нужно, чтобы об этом говорили не только в Беларуси, говорили за ее пределами. И мне кажется, в ситуации с Марией все-таки вот такая ее публичность, я думаю, что она работает, да. По крайней мере, каких-то, может быть, каких-то сильных и каких-то жестких вот мер в отношении нее нет. Потому что менее публичные люди, да, мы видим, что они сталкиваются с проблемами неоказания медицинской помощи, да, то есть очень жесткими условиями, когда там есть и пытки, людей избивают. Возможно, это, да, это мое мнение, но мне кажется, что это действительно работает. И вот в нашей ситуации важно, чтобы вот ситуация в Беларуси, она постоянно находилась в вот этом медийном пространстве, постоянно об этом говорили. И мы видим, что даже сами власти дают много поводов для этого. Да, то есть и ситуация с самолетом и захватом Романа Протасевича в мае. Сейчас вот вчерашняя ситуация со спортсменкой, ситуация с беженцами на границе с Литвой. Да, действительно, власти постоянно дают сами эти информационные поводы вот своими этими действиями, но и мы видим, что если какой-то раньше еще, может быть, была иллюзия, что ситуация в Беларуси касается только белорусов, да, и это нарушение прав только белорусов, то оно давно уже вышло на международный уровень. И я думаю, что для всех стало очевидно, что это действительно угроза и для граждан других стран. Мы не один раз чулі пра тое, што нібыта зняволеным, найперш палітзняволеным прапаноўваюць напісаць прашэнне аб памілаванні. Марыя пойдзе на такое? І што б вы падказалі ёй у этой сітуацыі? Бо ўсё ж такі час ад часу гучаць такія словы, што галоўнае вот уратаваць сябе, сваё здароўе,
цяпер, а далей працягнуць барацьбу. То есть выйсці і на любых умовах выйсці, а потым працягнуць барацьбу. Я могу сказать свое мнение. Я думаю, что нет, что Мария не пойдет на это. Потому что, ну, я думаю, что да, она не пойдет на это. И свое решение, да, она приняла вот еще год назад, и мы все об этом знаем, мы все об этом слышали. Поэтому я думаю, что нет. Ось наши гледачы параўноўваюць Марыю Калеснікаву з Жанай д'Арк. Так і пішуць: Марыя — гэта наша Жана д'Арк. Вы згодны з гэтым? Э, Вот, Да. вот все-таки гэта, конечно, такі выдатны образ, але лёсу Жана д'Арк не пазайздросціш. Я думаю, что на самом деле ам, Машин поступок, да, и уже пошел в историю, и в будущем других людей будут сравнивать с Машей, да, говорить, что ты как Мария Колесникова на самом деле. Вот. Знаеш, сколькі ў табе ад Марыі Калеснікавай зараз праверым, ці здольны ты на моцны ўчынак, Да, ці да. не здольны. А ў вас колькі? Мы же сестры. То есть вы готовы порвать паспорт? Ну, что-нибудь такого кшталту. Мне трудно сказать. Мне кажется, что нужно оказаться в той ситуации. Да, и, конечно, Маша очень, очень смелая. Маша, конечно, герой. И герой для многих, не только белорусов, но и для людей из других стран. Да, конечно, они знают уже весь мир, можно это так сказать. Действительно, они знают и говорит весь мир. А какие у вас пачуцці ўзнікаюць, калі вы там читаете что-нибудь там у дзяржаўнай прапагандзе ці ў тэлеграм-каналах наконт Марыі Калеснікавай, ці гэтыя заявы про тое, што вот лялькаводы там нейкія замежныя з дзярждэпа ці яшчэ адкуль гэтымі людзьмі задурылі ім галаву, вот Марыі Калеснікавай задурылі галаву ці купілі яе за мільёны. И вот она вот во все это увязалась, и вот коли там про Колесникову что-нибудь рассказывая, золотой язык белорусского телебачення, азаронок там с петлей там побач, вот такие пачуцці падчас таго, калі все это чуете, бачите. Я думаю о том, что власти действительно не могут понять, что вот эта активность прошлого года, да, и то, что происходит сейчас, что это дело рук самих белорусов. Что они действительно в это не могут поверить. Они, наверное, может, и до сих пор думают, что есть какие-то кукловоды, есть какие-то внешние какие-то факторы, внешние силы, которые вот начали, да, вот, которые способствовали вот это развитию ситуации в прошлом году. Они действительно в это не могут поверить, что белорусы сами способны активно действовать, да, способны договариваться, способны помогать друг другу. Как это было, например, весной прошлого года, да, во время пандемии ковид в Беларуси, когда власти вообще никак не реагировали, да, можно так сказать, даже скорее отрицали наличие ковида, то белорусы сами решали этот вопрос. И мне кажется, здесь ситуация такая же, это как следующий этап, да, это уже такая политическая активность, то, чего долгое время в Беларуси не было. И оказалось, что люди действительно хотят проявлять свою гражданскую позицию, активность. Они знают, что делать, да. Они знают, кого они хотят видеть у власти, да. Хотя нам очень многие годы нам внушали, что политиков нет, есть только один человек, достойный занимать кресло президента. А оказалось, что нет. И белорусы готовы сами решать, как им жить дальше, выбирать свое будущее. Я надеюсь, что со временем действительно до властей дойдет, что белорусы самостоятельный народ, и они сами хотят и сами должны выбирать свое будущее, как им жить дальше.
Але вось зараз улады перакананыя, што у іх атрымалася задушыць усе гэтыя і пратэсныя настроі, і пратэсты, і ўсё астатняе, і ўсё вярнуць, ну, хай, можа быць, ужо не цалкам, вот як было ў такім жа самым выглядзе там 19 годзе там ці пачатку 20-го. Ну, але збольшага вот ўсё так вярнуць як было. Ўсё ж такі будзе як было? Нягледзячы на... Я думаю, что мы не можем говорить о том, что все успокоилось, да, то есть в той ситуации, что в стране восстановлен, может быть, порядок, стабильность и так далее, в ситуации, когда власти так реагируют, да, когда захватывают самолеты, да, когда занимаются устрашением депортации спортсменов из других стран, олимпийских спортсменов, да, и действительно это вырастает в огромный международный скандал, о каком даже со стороны, да, то есть о чем здесь можно говорить, и мы прекрасно видим и понимаем, что да, такая активность людей, оффлайн активность, да, сейчас она невозможна, потому что уровень репрессий очень сильный. Конечно, люди боятся выходить на улицы, но в то же время онлайн, да, то есть и то, о чем люди говорят, и то, как они продолжают активно участвовать, да, это не может быть настолько публично теперь, но это как раз говорит о том, что назад уже там, Беларусь до лета 2020 года уже не вернуть. Белорусы изменились настолько, что уже то, как было раньше, уже быть не может. Вы верыце, што калі, ну, уявім сабе самы горшы варыянты, Марыі прысудзяць гэтыя 12 гадоў, што 12 гадоў ёй давядзецца адсядзець? Нет, я не верю в это абсолютно. Именно в том числе, вот обращаясь к прошлому вопросу, да, что мы все понимаем, что рано или поздно власть сменится, что это может произойти на самом деле в один день, может быть, хоть завтра, да, но мы не знаем, когда точно. Может быть, это займет несколько лет, может быть, 5 лет. Но я уверена, что это не будет длиться 12 лет. Хай будзем спадзявацца, што, конечно, не тое, што 12, но і 5 не будзе цягнуцца, але вот як вы думаеце, па вызваленні Марыя захочацца ўжо ўлазіць, ну, то есть яна выйдзе, калі тым больш раней, то будзе азначаць, што ўлада змянілася. Як вы думаеце, яна захоча заставацца ў палітыцы, і ці параілі б вы ёй заставацца? Ці хацелі б вы, каб яна заставалася ў палітыцы, можа, стала там прэм'ер-міністрам новай Беларусі? Ці ўсё ж такі сказалі б ёй: Марыя, вяртайся ты вот да музыкі, у культуру, ОК-17 адкрый, следом за 16-м. Я думаю, что Маша вернется в политику, да, что она будет этим заниматься. Действительно, и Маша изменилась, да, за это время. И за те несколько месяцев очень таких активных и насыщенных это была эволюция, да, которую мы все наблюдали. Я думаю, что этот опыт сейчас в тюрьме, это тоже на самом деле своего рода такой, может, это странно будет звучать, да, но получается сейчас, чтобы действительно стать политиком, да, тебе нужно пройти вот такой сложный путь. Это в Беларуси, да, я имею в виду, что ты сначала политически активен, потом ты должен провести какое-то время в тюрьме. Но я уверена, то, что я слышу от нее, то, что я слышу от адвокатов из ее писем, что ее это не пугает, и она настроена действительно дальше продолжать свою политическую активность. Ну што ж, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі была Тацяна Хоміч, родная сястра
Марыі Калеснікавай. Тацяна, ёсць магчымасць пару словаў, я не ведаю каму. Марыі, можа, адвакат глядзіць, ён перадасць. Беларусам, ці, можа быць, беларускаму рэжыму, суддзі, які будзе прысуджаць нейкі там тэрмін Марыі. Я хочу, да, призвать белорусские власти к тому, чтобы суд над Марией Максимом был открытым, публичным, честным. Если они считают, что они в чем-то виноваты, то есть объективные какие-то доказательства для этого, то почему его не сделать открытым? И открытым для всего мира? Потому что за этим судом, конечно, и уже наблюдает, и за этим делом в отношении Марии, Максима, наблюдает вся мировая общественность. А белорусам я хочу передать привет от Маши. Она всегда говорит, что она гордится тем, что она белоруска. Она надеется, что люди чувствуют ее поддержку. Даже из СИЗО она очень любит всех и передает всем привет. Дзякуй вялікі. Ну, тут пэўным крытыкам, якія лічаць, што я не задаю незручныя пытанні кшталту таго, чаму эта Марыя 20 гадоў жыла ў Нямецчыне, а потым раптам узгадала, што яна патрыотка Беларусі. Я раю выйсці на вуліцы Мінска і спытацца большасць беларусаў, чаму яны 27 гадоў маўчалі, а потым раптам у 2020 годзе узгадалі, што яны хочуць нейкай свабоды, што ім Лукашенко надакучыў. Выйдзеце і спытайцеся, асабліва дзе-небудзь у раёне Серабраначкі, там на Чыжоўкі, у Шабанах, спытайце. Паглядзім, што вам адкажуць. Дзякуй вялікі. Тацяна Хобіч, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.